Якутские инновационные компании стали резидентами Сколково. Сегодня вице-президент Фонда по развитию Дальнего Востока Юрий Сапрыкин вручил 3 якутским компаниям сертификат резидентов Фонда Сколково. Подробности в сюжете Афанасия Николаева. Резидент технопарка «Якутия» научно-производственный центр «Хату-Бакт» производит ветеринарные препараты. Это единственная лаборатория на северо-востоке страны, производящая ветпрепараты. В частности, в данный момент ученые ведут разработку вакцин для нужд коневодства. Статус резидента Сколково позволит компании наладить собственное производство. Производство сейчас размещено в якутском НИИ сельского хозяйства. У нас нет собственных оборудований, собственных приборов, собственного помещения. И с помощью фонда Сколково, используя и в том числе и гранты, мы хотим создать отдельное производство, которое бы конкурировало бы на мировом рынке лекарственных средств для животных. Кроме «Хату-Бакт», сертификаты центра Сколково получили еще 2 якутские компании – «Зеленая лаборатория» и «Дары Якутии». Каждая из них может рассчитывать на получение гранта от 5 до 300 миллионов рублей. Как было отмечено сегодня, развитие подобных инновационных программ дает толчок развитию региона в целом. Та инфраструктура, которая сегодня у нас остается, и биотехнопарки, и вот IT-парк, индустриальный парк Кангаласы, который создан сейчас, и на базе которого ТАСЭР уже создан Кангаласы, и сотрудничество с фондом Сколково, оно сегодня у нас как раз центровое звено – это технопарк. И вот это очень правильная линия правительства нашей республики, которая полностью всецело поддерживается администрацией города. Отметим, что компаниям-резидентам пришлось пройти серьезный отбор. Из 30 претендентов отобрали 3 наиболее перспективных. Как подчеркнул вице-президент фонда, Якутия – один из самых активных в плане инноваций регионов страны. В Приморье проектов больше просто потому, что там достаточно большой удельный вес структур Российской академии наук. И, конечно, из этой среды достаточно много проектов. В Хабаровском крае чуть поменьше. Ну, Якутия здесь, если мы будем пересчитывать на количество населения, которое есть, наверное, одно из первых мест занимает. Так, наверное, справедливо было бы отмечать. Инновационные проекты, какую бы область они ни затрагивали, дают серьезный задел на будущее. Те же разработки лаборатории «Хату-Бакт» могут стать серьезным подспорьем в развитии сельского хозяйства не только Якутии, но и всей страны. Афанасий Николаев, Василий Соловьев, НВК «Саха», Якутск.